А сейчас время актуального интервью по естественному приросту населения. Якутия в 2019 году сохраняет лидирующие позиции в Дальневосточном федеральном округе и в целом по России. Однако, как и везде по стране, показатели рождаемости продолжают неуклонно снижаться. Как воздействуют новые меры по поддержке рождаемости, заявленные властями, от чего зависят изменения репродуктивных планов молодых семей? Об этом сегодня поговорим с заведующей лабораторией экономики Института региональной экономики Севера СВФУ Светланой Сукневой. Светлана Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Хотелось бы начать наш разговор вот с чего. Какие демографические процессы характерны для Якутии и в последние годы? Якутия отличается положительной динамикой численности населения. А вот по предварительным итогам на начало 2020 года у нас в республике численность населения составляет 970 тысяч. И происходит это в результате взаимодействия двух компонентов – естественного прироста и миграции. Что касается естественного прироста, вот вы как сказали уже, мы входим в десятку субъектов Российской Федерации с самым высоким уровнем. Это не значит, что абсолютно естественный прирост у нас самый высокий, но вот именно уровень относительно численности населения у нас заметно выше, чем во многих субъектах Российской Федерации. Что касается второй компоненты – миграционной составляющей, то здесь уже на протяжении 3 десятилетий мы теряем население, то есть отрицательное сальдо миграции, хотя в последние годы как раз размеры его заметно сократились, и вот уже начиная с 2010 года у нас идет полная компенсация естественного прироста, естественным приростом миграционной убыли. Ну, что касается показателей, да, действительно, сейчас у нас в стране идет сокращение уровня рождаемости, и начался этот процесс вот с 2014-2015 года. Ну, например, в нашей республике на 2014 год было 17 тысяч рождений, сейчас у нас порядка 13-12,5, наверное, вот по итогам 2019 года выйдет. А как эти показатели соотносятся с другими регионами страны? Ну, я хочу сказать, что практически повсеместно происходит снижение рождаемости. И вот только закавказские регионы имеют положительную динамику. Ну, это в силу и объективных обстоятельств. То есть сейчас проходит как раз активный репродуктивный возраст, вступают в него. Это вот поколение 90-х, то есть малочисленное поколение. Все мы знаем, что в 90-е годы происходило снижение рождаемости, и сейчас эти дети 90-х достигли возраста активного репродуктивного, это вот 20-25 лет, и, соответственно, их уже изначально меньше, чем, значит, было, допустим, предыдущее поколение. Расскажите, как именно изучаются демографические процессы и на какие данные вы опираетесь и на каких данных основываетесь, когда изучаете этот вопрос? Ну да, здесь нужно сказать, что информационные источники, которые используются демографами, они разнообразные. И самый достоверный источник информации это как раз переписи населения. Переписи населения, которые проводятся один раз в 10 лет с таким интервалом, они как раз дают именно реальное количество населения и его распределение по различным признакам, например, по брачности, брачное состояние, образовательный уровень, конечно же, возрастная структура, гендерное распределение, этнический состав. И нужно сказать, что вот эта информация, вот эти характеристики населения по этим признакам, они не могут быть получены ни из каких других источников. Конечно же, текущий учет – это вот регистрация органами ЗАГСа, который затем обрабатывается статистикой, ну, плюс еще дополнительные обследования, которые проводятся по репродуктивным планам, по демографическому поведению. Это так называемые социолого-демографические обследования, куда вот как раз входят вопросы именно демографические. То есть, получается, перепись, которая нам предстоит в ближайшее время, может внести, в принципе, коррективы в вашу работу и актуализировать вашу базу данных? Безусловно, перепись, она корректирует прежде всего численность населения. И после обработки данных переписи, как правило, происходит корректировка. Ну, например, вот примеры для нашей республики, вот уже в новейшую историю, перепись 2002 года скорректировала численность в сторону понижения на 30 тысяч. На 30 тысяч по сравнению с данными текущего учета.
Перепись 2002 года, напротив, выявила большее количество жителей, чем это было по данным текущей статистики. Ну, текущая статистика, как я уже сказала, это органы ЗАГСа регистрации. И здесь налажена это довольно хорошо работа, то есть регистрируется рождение, уход из жизни, браки, разводы. А вот что касается второй составляющей миграции, то тут, конечно, учет, он далеко не всегда реально учитывает те события, которые происходят. И именно перепись населения, она позволяет скорректировать и уточнить количество населения на конкретной территории, конкретном поселении. Тогда такой вопрос. На ваш взгляд, как скажутся заявленные властями новые меры поддержки семьи и рождаемости? Вот этот комплекс мер, который был дополнен еще в послании президента, это не единственные меры, меры на региональном уровне принимаются. Они направлены именно на улучшение материального благополучия семей, прежде всего снижение уровня бедности, потому что появление и рождение ребенка в семье, конечно, сразу же переводит семью в другую категорию именно с точки зрения доходов. И поэтому вот эта помощь, она прежде всего направлена на то, чтобы улучшить социальное положение семей с детьми, именно с детьми, в том числе и многодетных семей. И, конечно, с этой точки зрения улучшение состояния, улучшение положения семьи, оно также может способствовать и реализации репродуктивных планов. Но ожидать, конечно, вот сейчас очень большого, резкого увеличения не приходится в силу того, что сейчас, вот, как я уже сказала, влияние неблагоприятной возрастной структуры населения. Ну и помимо пособий, которые, конечно, очень помогают семьям, нужно, чтобы и сама семья имела работу, стабильное состояние, потому что вот по опросам, которые мы проводим, какие позиции занимают лидирующие места именно вот в плане помех к рождению ребенка, которые называются респондентами. Это материальное состояние, это жилищные условия, это отсутствие работы постоянной, это неуверенность в завтрашнем дне. То есть вот эти вот моменты, они, конечно, очень сильно сказываются именно на том, чтобы семья приняла решение о рождении ребенка. В Якутии, несмотря на общую тенденцию, все же наблюдается тенденция на многодетные семьи. Как вы считаете и как говорят нам прогнозы и цифры, сохранится ли эта тенденция в дальнейшем и получит ли она свое развитие? Ну, Якутия, она является регионом традиционной многодетности, хотя, конечно, и здесь сейчас происходят изменения, особенно это касается городского населения. Ну, вот, например, по итогам 2018 года суммарный коэффициент рождаемости у нас в республике составил 1,85. Это, конечно, очень низкий, потому что для простого воспроизводства, то есть поколение родителей, чтобы заместилось поколением детей, необходимо, чтобы уровень суммарного коэффициента был на уровне 2,15-2,17. То есть это низкий уровень показателя. Хотя в сельской местности он составляет 2,58, но в городской 1,58 всего лишь. Поэтому, конечно, тут нужно сказать, что сейчас именно традиции многодетности, они сохраняются преимущественно именно в сельской местности. И вот есть такой показатель, как суммарный коэффициент рождаемости по очередности рождений. Так вот, по рождениям высокой очередности, это 4-е, 5-е, последующие дети, наш регион входит в десятку субъектов Российской Федерации, занимая 6-е, 7-е место именно по самому высокому уровню суммарного коэффициента рождаемости по 4-м и 5-м рождениям. То есть все-таки на уровне Российской Федерации тот показатель, который мы сейчас имеем по многодетности, по рождаемости именно в многодетных семьях, он заметно выше среднего уровня. На ваш взгляд, какие именно дополнительные меры можно и нужно предпринять для того, чтобы не только многодетные семьи продолжили такую тенденцию, но и вообще рождаемость в целом повысилась? Вот мы уже назвали постоянный доход, постоянную работу. Что еще, на ваш взгляд, нужно предпринять?
Конечно, одними фискальными мерами эту проблему не решить. И здесь необходимо именно менять само отношение к институту семьи, брака. Просто необходимо, чтобы семьи эти вообще создавались. Ведь сейчас происходит более позднее вступление в брак, растет средний возраст дебюта рождений. Ну, например, сейчас первый ребенок в среднем появляется в возрасте старше 25 лет. А средний возраст рождения у нас в республике уже приближается к 30 годам. То есть вот этот момент, он, конечно, очень существенно сказывается. То есть меры, они дополнительные, но вот если сама семья не создалась, то и эти меры уже, собственно говоря, мало будут эффективны для такого случая. Поэтому именно отношение молодежи к семье, к браку, к регистрируемому браку, потому что именно в зарегистрированном браке больше уверенность в партнерах супружеских, больше уверенность в завтрашнем дне. И, соответственно, если посмотреть потенциал рождаемости в гражданском браке и в браке официально зарегистрированном, он заметно выше. В гражданском выше, чем в официально зарегистрированном, конечно. То есть там порядка даже на одну единицу выше получается. Поэтому, конечно же, именно вот эти меры, которые сейчас проводятся, и вот эти ипотечные программы для молодых, нужно, конечно, именно стимулировать создание самих семей. Потому что сейчас, вот, как я уже сказала, и потенциально брачных партнеров становится меньше, потому что демографическая волна вот так сейчас влияет. И это влияние, оно где-то до 2025 года будет сказываться, именно структурный фактор. В начале разговора вы упомянули, что на демографию у нас влияет не только рождаемость, но и миграционные процессы. Расскажите, как они сейчас происходят, какую тенденцию они сохраняют и показывают, в частности, у нас в регионе, в Якутии? Как я уже сказала, на протяжении 3 десятков лет у нас идет миграционная убыль. Конечно, те масштабы миграционного оттока, которые были в начале 90-х, когда ежегодно мы теряли порядка 30-35 тысяч человек, да, именно в результате разницы между прибывшими и выбывшими. Сейчас эти показатели заметно сократились. Сейчас это где-то на уровне 3-4 тысяч миграционные потери. Здесь еще необходимо сказать, что у нас происходит внутрирегиональная миграция, вот сельскогородская, и поэтому численность населения сельского именно у нас сейчас сокращается. Сокращается в результате вот этого миграционного перетока из сельской местности в городскую. Урбанизация давно уже стала некой такой проблемой. Сейчас уже вот доля сельского населения у нас составляет порядка 33%. То есть это вот процессы, они такие объективные. Это, конечно, тоже сказывается на уровне рождаемости. Сейчас, если посмотреть по потокам, миграция, значит, внутри российская имеет отрицательное сальдо, то есть больше выезжает за пределы республики, чем приезжает на территории республики из регионов России. Но вот что касается международной миграции, то здесь сальдо положительное, то есть из рубежных стран, прежде всего ближнего зарубежья, приезжает больше, чем выезжает за пределы республики. Именно вот в этом направлении. И нужно сказать, вот по предварительным итогам 2019 года это порядка где-то вот уже около 2000 положительное сальдо, хотя оно предыдущие годы составляло 1500. Но все равно общая миграционная убыль, она пока еще сохраняется. И вот положительный естественный прирост, который не является характерным явлением для многих субъектов, например, на Дальнем Востоке общие показатели естественной убыли наблюдаются, и вот только там в отдельных субъектах, например, Чукотка, Бурятия, Сахалин, мы имеем положительный естественный прирост. Что касается миграционной составляющей, то она практически по всем субъектам Дальнего Востока отрицательная. То есть мы теряем население за счет именно миграции. И в завершении программы хотелось бы услышать ваше экспертное мнение и небольшую аналитику на ближайшие годы. Дело в том, что Росстат представил
3 сценария дальнейшего развития демографии. Я, с вашего позволения, зачитаю. Оптимистичный с приростом населения до 150 миллионов человек. Средний вариант с прогнозом снижения до 143 миллионов человек в стране. И пессимистичный, когда население страны сократится аж до 134 миллионов человек. На ваш взгляд, какой из этих сценариев более прогнозируемый и какой мы сценарий из этих сценариев увидим в ближайшие годы? Ну, нужно понимать, из чего складываются эти сценарии. Это закладывается и уровень рождаемости вот в этих суммарных коэффициентах, и ожидаемой продолжительной жизни, которая сейчас у нас увеличивается, и, конечно, миграционная составляющая. Вот исходя из этих трех компонентов, их сочетания, как раз мы и получаем вот эти изменения численности. Ну, как я сказала, что сейчас вот 146 миллионов 700 тысяч проживает на территории Российской Федерации. Убыль идет вот за счет превышения, значит, естественной убыли и положительного сальдо миграции, который не компенсирует эту естественную убыль, сейчас составляет вот по итогам 2019 года порядка 200 тысяч человек. Ну, я склоняюсь все-таки, что где-то на уровне 145 тысяч к 2030 году численность населения Российской Федерации, она... То есть приближены к среднему сценарию? Будет, да. Скорее всего, средний сценарий сыграет свою роль. Светлана Александровна, спасибо за беседу. Я напомню, что разговор сегодня шел о демографических процессах как в Якутии у нас в регионе, так и в России. О них нам рассказала заведующая лабораторией экономики Института региональной экономики Севера СВФУ Светлана Сукнева.